Здравствуйте. Время новостей на Национальном и коротко о главных событиях. Праздник людей с большим сердцем. Сегодня день благотворительности. В душе молоды, а по факту опытные. Востребованные пенсионеры не торопятся на отдых. Сколько всего таит эта земля? Краеведческому музею переданы археологические находки. Сегодня Международный день благотворительности. Этот праздник был установлен еще в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания общественности к деятельности благотворительных фондов и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов. И, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций, заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности. Под председательством Зелимхана Евлоева состоялось 88-е заседание Совета Народного собрания Республики Ингушетия 6-го созыва. Фракция партии «Единая Россия» в Народном собрании Ингушетии внесла проект закона о корректировке регионального законодательства в интересах граждан старшего возраста. Законопроект направлен на сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации инициативы президента России. Это одна из 6 мер по смягчению предложенных изменений в пенсионном законодательстве, которые предложил Владимир Путин в телеобращении к гражданам. В частности, речь идет о сохранении льгот и ежемесячных выплат 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам даже в случае отсрочки заслуженного отдыха. Зелимхан Евлоев поручил профильному комитету своевременно подготовить необходимую законодательную базу, чтобы на уровне региона сохранить в полном объеме все льготы социальной поддержки. И вот тезис из телеобращения Владимира Путина. Люди старших возрастов, как отметил президент, обладают хорошим профессиональным опытом и дисциплинированы. Действительно, на их стороне опыт и знания, накопленные многими годами. О специалисте, которого грех на отдых отпускать, расскажет Зарема Евлоева. Руслан Мухарбекович Вышегуров – человек с большой буквы. Впервые он, еще будучи молодым врачом, переступил порог Сунжинской больницы 42 года назад. И с тех пор место работы доктор не менял и даже об этом никогда не задумывался. Разве что повышал квалификацию и набирался опыта. С 92 года Вышегуров возглавляет травматологическое отделение, но прием пациентов продолжается и по сей день. 2 раза в неделю у него операционный день. Еще одна важная миссия доктора – передача бесценного опыта молодым коллегам. Я много слушал рассказы бабушки, когда из-за отсутствия элементарной медпомощи, сколько умирали больные, сколько было инвалидов. Вот это я действительно с детства я слушал. И так думал, буду лечить. На его счету десятки спасенных жизней, сосчитать которые не сможет даже он сам. А впрочем, для доктора количество не главное. Люди попадают в это отделение после серьезных ДТП и несчастных случаев. Зачастую поступивших приходится буквально возвращать с того света. Но Руслан Мухарбекович о выбранной профессии никогда не жалел. Ну, цаца где-то колоса ухо халче с халуихтхор. Чувахаче сдаговал. Фан то малхан то энхет. Цаца хатер не сталче халхет. Если обычно люди говорить на камеру не любят, то в этой больнице все рвутся похвалить своего спасителя. Багаудин Батегов добрых слов и эмоций не жалеет. Вирусан варсалян, боманса масулюрьев, лекарство масулюрьев ворхаволя, да узи шосхаволя, боманса исследования, что хаматоволя, кричала числуш, я терапевтический твой, я кричасуш. Жизнь удалась, считает доктор, но без белого халата жизнь свою он просто не представляет. Мне 68 лет сейчас. Я даже не представляю, вот в 60 лет, если бы я пошел бы на пенсию, ну, как бы я, что бы я делал дома. Нет, я не устаю, наоборот. Иногда даже скучаю по больнице. Бывают и такие моменты. И на работе не устаю. У нас в неделю где-то 4-5 операций каждую неделю.
обследуем больных, осматриваем, делаем обходы, как ежедневно свою работу выполняем. Своим позитивом и энергичностью зав. Отделения, судя по всему, заразил весь коллектив. Многие в этой больнице, несмотря на то, что перешагнули пенсионный возраст, продолжают работать. В их числе и сестра-хозяйка Эсет Вышегурова. Хоть о возрасте у женщины спрашивать неприлично, все же Эсет гордится своими годами. Ей 61. В этой больнице она вот уже 25 лет добросовестно выполняет свои обязанности. Эсет Вышегурова в этой больнице как мама. Она отвечает за чистоту и чтобы везде всего хватало. Активную женщину даже обижают разговоры о пенсии. Хотя семья давно просит ее уйти на заслуженный отдых. Я успеваю и на работу, и с внуками пообщаться, со снохами пообщаться. Мне достаточно год один раз свой законный отпуск. А так я стараюсь вовремя на работу. Мне нравится своя работа, коллектив свой. Когда болею, конечно, бывает там год один раз, там дней 10 на больничный иду, а так все нормально. Молодость – это не возраст, а состояние души. И только сам человек определяет для себя, когда он устал от работы. Те, кто привык из года в год делить свои будни с дружным коллективом, не торопятся уходить на пенсию. И это их право. Зарема Ивлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Ингушетия примет участие в 4-й международной специализированной выставке «Импортозамещение», которая пройдет с 11 по 13 сентября в Красногорске. Минэкономразвитие региона провело уже работу по организации участия в этом мероприятии. В частности, сформирован макет стенда, определен состав делегации. В электронном каталоге организатора выставки размещены данные о компаниях, товарах и услугах республики, а также определен перечень предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию, которая и будет представлена на выставке. Новые артефакты пополнили фонды Ингушского краеведческого музея. Экспонаты были найдены при раскопках Икажевского кургана, недалеко от столицы Магаса. Эти земли хранят в себе много секретов. Ценные находки стали достоянием музея благодаря совместным усилиям Археологического центра Ингушетии и Института археологии Российской академии наук. Мы видим фрагментированную миску, которую мы собрали в лабораторных камеральных условиях. Дальше видим пряжки железные, к примеру, вот железные пряжки, язычки от пряжек, затем фрагмент ножа, еще серебряная пряжка, это очень интересный экземпляр, это бусина глазчатая из синего стекла или стеклоидной пасты. Ну и здесь вот нашивные золотые бляшки. Всего более 40 новых археологических находок. Теперь все это ценные экспонаты Ингушского государственного музея краеведения. Предметы старины, датируемые началом 3 века нашей эры, были найдены в ходе экспедиции, которая проходила в Икажево с 15 по 25 августа. К раскопкам были привлечены не только сотрудники Республиканского археологического центра, но и специалисты Института археологии РАН, а также студенты и добровольцы. О существовании Икажевского могильника археологи знают еще с 80-х годов прошлого столетия. Но для проведения подобной экспедиции необходимы серьезные материальные вложения. Поэтому исследовательские работы ученые проводят постепенно. В 1996 году было изучено 5 курганов этого могильника, из которых 4 оказались ранее аланского времени. Вот это курганы номер 1, 2, 3, 4. Вот курган номер 5 относился к более раннему периоду. В общем, и в 2016 уже мы силами археологического центра организовали раскопки кургана номер 6. Вот. И вот сейчас уже в этом году удалось археологически изучить курган номер 7. В предыдущие годы учеными было обнаружено еще в древности разграбленное мужское погребение в катакомбе, относящееся к раннеаланской культуре. Оставшиеся находки, такие как глиняные сосуды, бронзовые накладки, бляшки, серебряные кольца и многое другое, также были переданы в музей. Теперь они хранятся в зале археологии. В 1996 году на Икажевском первом курганном могильнике исследования проводил археолог, кандидат исторических наук Владимир Юрьевич
Харбекович Малашев. Он один из сильнейших в стране специалистов по раннеаланской археологической культуре. В 2016 и 2018 годах ему предложили продолжить свою деятельность в Ингушетии. Малашев с радостью возглавил экспедицию. Этот участок, он характеризуется тем, что там достаточно крупные курганы с глубокими катакомбами и с статусным инвентарем. То есть там проводились захоронения дружинной воинской знати, которая сопровождалась конской уздой, оружием, предметами из драгметаллов. К сожалению, все эти погребения в древности граблены, но это подтверждает то, что уже статусные участки некрополя, они были отделены от основного некрополя этого города. И эти материалы очень важны для понимания именно древней истории всего Северного Кавказа и носителей аланской культуры Северного Кавказа, которые здесь жили в то время. Для меня это ново было, что среди находок очень интересная бусина глазчатая. Она довольно крупная, и, как говорит Малашев, что вот такие глазчатые бусы привешивались к оружию, в частности, к мечам, саблям, и служили оберегами этого воина. Очередная экспедиция завершилась более чем удачно. Чувства, которые испытывают археологи, напавшие на след древних находок, сами специалисты сравнивают с открытием новой звезды. Конечно, чувства просто неописуемые. Люди с раскопа не хотели уходить, когда уже после того, как мы выбрали заполнение входной ямы и уже начали работать непосредственно в Друмасе и погребальной камере, уже пошли находки, никто не хотел уходить и даже на обед. Участники экспедиции намерены продолжить свою научно-исследовательскую работу в Карабулаке, Яндере, Икажево и Гамурзиево. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Вступили в силу новые правила оформления электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Теперь договор ОСАГО в электронной форме начинает действовать не ранее, чем по истечении 3 дней после дня направления заявления страховщику. Также на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика. Это защитит страховые организации от мошенников. Ключ электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. Ингушских мастеров призывают принять участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир». Он проходит при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Конкурс проводится с 2015 года. Основные номинации – этнографический сувенир, сувенир города и региона, гастрономический, сувенир, события и другие. Лучшие проекты по итогам региональных конкурсов примут участие в финале Всероссийского фестиваля, который пройдет 26 и 27 октября этого года в Нижнем Новгороде. Ну а все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. И это была вся информация. К этому часу увидимся в 16:00.